Это рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии Дмитрий Тымыров. Здравствуйте. Прокуратура Нанского района направила в суд уголовное дело по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибли женщина и 4 детей. По версии следствия, обвиняемый, не имея соответствующих знаний в области электроэнергетики, самостоятельно внес изменения в конструкцию греющего кабеля для септика, отрезал штатную вилку и подключил провода кабеля к автоматике безопасности, должным образом не закрепив фиксирующие винты. В ночь на 24 октября 2020 года произошло короткое замыкание греющего кабеля, что привело к возгоранию и оплавлению автоматики безопасности, приведшей к пожару в жилом доме. В результате возгорания погибли женщина и 4 малолетних детей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Намский районный суд для рассмотрения по существу. В городе Якутске полицией раскрыта дачная кража. Так, в дежурную часть отдела полиции номер 3 города обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный проник в ее гараж, расположенный во дворе дачного дома, и похитил ее личное имущество общей стоимостью около 120 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый. Им оказался 45-летний ранее судимый за кражу житель микрорайона Марха. Установлено, что подозреваемый, взломав дверь гаража, похитил оттуда норковую шубу, точильный станок и дубленку. Часть похищенного мужчина сдал в ломбард. Вырученные денежные средства в размере 30 тысяч рублей потратил на приобретение алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное дело. Между тем, жители Якутии, несмотря на большую информационную работу о мошенниках, все еще продолжают становиться их жертвами. Так, 45-летняя жительница столицы получила звонок от мошенников. Те представились сотрудниками банка и уже по знакомой всем схеме, якобы о взломе счета потерпевшей, предложили открыть новый счет, чтобы обезопасить средства. В свою очередь, женщина полностью выполнила все указания лжесотрудника банка и в итоге лишилась более 1 миллиона рублей. Житель Чурапчинского района незаконно вырубил лес. В ходе профилактического обхода административного участка участковыми уполномоченными отдела МВД России по Чурапчинскому району был остановлен трактор с прицепом, перевозивший лиственницу. Водитель не смог предоставить документы о законности перевозки и вырубки леса. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что тракторист осуществлял лишь услуги по транспортировке леса. О незаконном происхождении груза не знал. Выяснилось, что лес заготовил 35-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый в начале февраля 2021 года, находясь в помещении культурно-досугового учреждения, где шел лицензионный показ якутского кинофильма «Харахар», в нарушение защищенного законом авторского права записал фильм на камеру смартфона. Далее, находясь у себя дома, в отсутствие разрешения организации правообладателя, выложил на канал видеохостинга YouTube в целях распространения запись данного художественного фильма, изменив его название. В течение 15 дней до удаления записи выложенная копия фильма просмотрена пользователями более 4700 раз. В результате нарушения авторского права правообладателю причинен ущерб в особо крупном размере в виде упущенной выгоды на сумму свыше 1 миллион 400 тысяч рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором Мегино-Кангаласский районный суд для рассмотрения по существу. А теперь к происшествиям за пределы региона. Один человек пропал без вести при пожаре на пароме в Индонезии. ЧП произошло в эту субботу утром на пассажирском пароме в Малукском озере. Подробности в репортаже «Рейтер» рассказывает Артем Сторонов. Сильный пожар произошел утром в субботу на пассажирском пароме КМ «Карая-Инда» в Малукском море у берегов Индонезии, следовавшего из города Тернате в провинции Северная Малукку на остров Санана. На кадрах, снятых спасателями, видны судно, объятое огнем, и люди, выпрыгивающие за борт в спасательных жилетах. Паром окружают несколько лодок с эвакуированными пассажирами. По информации местных изданий, всего на борту находилось 275 человек. Почти все были успешно спасены, не получив никаких травм. Один пассажир числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.
По предварительным данным, пожар на пароме начался в машинном отделении. Его точную причину еще только предстоит установить. Власти Индонезии начали расследование инцидента. В Омске минувшим днем из-за возгорания сухостоя загорелись склады. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Омской области, сообщение о возгорании травы на улице 2-я Солнечная поступило в 13-14 часов. Когда пожарные прибыли на место, горели 2 складских помещения размерами 10 на 15 и 100 на 30. Из-за горящей травы появилась угроза перехода огня на соседние здания. До прибытия подразделений самостоятельно эвакуировались 8 человек. К тушению привлекли 105 человек личного состава, 21 единицу спецтехники и пожарный поезд со станции Омска. Общая площадь пожара составила более 5500 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать лишь через 3 часа. Сообщения о пострадавших нет. Установлено, что сильный ветер способствовал распространению огня. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до новых встреч.